Буквально через несколько часов этот танкер «Ленонефть-2063» снимется с якоря и отправится в путь. Пункт назначения – место, где река Индигирка впадает в Восточно-Сибирское море. Танкер повезет на север 2700 тонн нефтепродуктов. Судно стоит на рейде далеко от нефтебазы. Подойти ближе не дает мелководье. Поэтому топливо сначала заливают в небольшие суда, затем перекачивают в танкер. Работа не прекращается даже ночью. Нужно успеть доставить груз и вернуться в порт Якутска, пока на реках не встал лед. По приходу на бар Индигирки там тоже мы не можем пройти. Поэтому там другие мелкосидящие суда нас будут разгружать и уже поднимать по речке вверх груз. Пункт назначения. То есть получается перевалка на перевалку? Да, перевалка на перевалку. Никуда не деться от природы. До завершения арктической навигации остается около месяца. Речники рапортуют, уже отправлено 80% грузов. Контейнеры, нефтепродукты и каменный уголь в заполярные поселки обещают непременно доставить в срок. Продолжается отправка генгрузов на реки, это Нижний Янск, на реку Яна, также Колыма у нас еще в плане. Поэтому все идет в рабочем порядке, проблем нет, все завезем, все доставим. Тем временем экипажи последних в этом году рейсов в Арктику готовятся к долгой дороге. Погода за полярным кругом в это время непредсказуема. Она грозит стать испытанием и для людей, и для техники. Я через каждые минут 30 прихожу, проверяю показания приборов. Если начинается, грубо говоря, по механической сотке начинают друг друга перетягивать, я начинаю их назад подрегулировать. Дмитрий Прохоров родом из Бурятии. В этой команде он новичок. Однако недавний выпускник училища хорошо знает свое дело не только в теории. Стать речником решил еще в школьные годы. В Якутии проходил практику. Здесь же решил остаться работать. У нас выпускалась группа 25 человек. На флоте осталось, сейчас я вам скажу, 4 человека. И вот сказать осознанно, неосознанно, конечно, осознанно шел. Потому что если изначально я шел на речников, по речной профессии, я сразу понимал, что это будет минимум как лет 20 точно я останусь на флоте. Конечно, повышение есть в дальнейшем, квалификация, рост в карьере. Почти 280 тысяч тонн грузов доставят до конца сентября в отдаленные поселки на арктическом побережье. Задача номер один – обеспечить их всем необходимым на несколько месяцев вперед, пока не откроются автозимники. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Иларион Федоров, Максим Бурцев. Вести. Якутия.